Вот численность ваших граждан, которые на сегодняшний день находятся на территории страны незаконно. И если мы с вами вот эту численность до 15 июня не уберем, как того подразумевает указ президента, эти люди будут подвергнуты наказанию вплоть до выдворению и закрытию границ. Мне бы хотелось, чтобы вы в своих государствах посредством работы со средствами массовой информации, блогерами местных государств провели агитационную работу. Никакой правоприменительной практики гражданам ваших государств за нарушение миграционных режимов применяться не будет. Мы трижды встречались с послами, они сейчас большую работу проводят, и им большое спасибо. Мы впервые в мире использовали механизм продления действия всех документов на территории Российской Федерации, несмотря на их истечение сроки. Абсолютно всех. Начиная от виз, РВП, видов на жительство, патентов и других разрешающих документов. С 18 марта Министерство внутренних дел абсолютно прекратило правоприменительную практику за нарушение миграционных, я не говорю сегодня грубое нарушение общественного порядка, миграционных режимов по отношению к иностранным гражданам. Мы полностью прекратили помещение в наши специальные приемники для содержания иностранных граждан. Мы не составляли материалы, это позволило успокоить граждан ваших государств. Во-первых, позволит работодателям использовать труд их. Во-вторых, и мы понимали, что не только в России, но и у вас есть определенное напряжение в социуме и у граждан ваших государств. И вот этими мерами позволили его снизить. Слайд второй. Численных принятых в гражданство. Еще до пандемии было принято большое количество законодательных инициатив, как Министерством внутренних дел, правительством Российской Федерации, так и членами обеих наших парламентов, который упрощал порядок применения и вступления в гражданство Российской Федерации. Несмотря на все трудности, за прошлый год на территории моей страны в гражданство было принято 653 тысячи человек. Это самая большая цифра за последние 11 лет. Второе. Иностранным гражданам, осуществляющим трудовую деятельность Российской Федерации, сделали так, что продление патента и разрешение на работу для визовых стран, Валентина Ивановна про это сказала, было сделано без выезда в страну исхода по следующему применению. На крупных стройках, особенно в Москве и Санкт-Петербурге, доля рабочих мигрантов по разным оценкам достигает 70%. Из-за пандемии сложилась парадоксальная ситуация. До трети строителей, которых застройщики привозят в Россию специально для работы из-за рубежа, уходят в другие отрасли. В Россию в основном приезжают из Средней Азии, Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Меньше из Казахстана, Украины и Молдавии. Заняты в таких сферах, как строительство, ЖКХ, сельское хозяйство и сфера услуг. Пандемия перераспределила поток иностранных рабочих между видами деятельности. Основной голод испытывает строительство и сейчас ЖКХ. Почему? А потому что в это время возникло большое количество рабочих мест, например, в доставке. Труд наиболее простой, а деньги приблизительно те же самые. Мигранты часто ассоциируются с малопрестижной работой и низкой квалификацией. Зарплаты у таких работников по сравнению с гражданами России еще недавно, по оценкам экспертов, в среднем были ниже на 30%. Но теперь ситуация изменилась в пользу иностранцев. Средняя зарплата квалифицированного строителя, например, сейчас может достигать 120 тысяч рублей. Если говорить о количестве привлекаемой иностранной силы, то я думаю, по состоянию 2 года назад, количество трудовых мигрантов достигало где-то от 600 до 800 человек по нашим объектам. В результате пандемии их количество снизилось, я думаю, что до 300, вряд ли больше 300 человек у нас сейчас работает из иностранных мигрантов на всех объектах.
И, безусловно, это, в свою очередь, приводит и к дефициту кадров, и к росту стоимости труда. Тут зависит от вида работ, но я думаю, что не совру, если скажу, что это где-то 15-20%. Нехватка рабочей силы и в сельском хозяйстве. В Ягодном союзе заявили, если вопрос не решится в ближайшие дни, производители будут вынуждены резко сокращать количество насаждений, чтобы потом не терять урожай. А по данным интернет-сервиса Авито, по итогам марта количество сельхозвакансий по России подскочило на 115%. Не хватает агрономов, механизаторов, трактористов, садовников и овощеводов. Медианная зарплата, которую предлагают работодатели в отрасли, 35 тысяч рублей в месяц. По сравнению с годом ранее показатель вырос на 17%. Сильнее всего в рабочих руках нуждаются в Волгоградской, Астраханской, Липецкой и Московской областях. Вот на этом предприятии в Дубовском районе сейчас работает меньше десятка человек. Раньше была почти сотня. Семену, капельку, все взяли, да, купили, а ждем только рабочей силы. Никак не сможет, они не знаем, что будет дальше. Сейчас собираем за 150 гектаров все, хотя на 1,5 гектара один человек, чтобы был. И на уборку, и на прополку. По оценкам Минсельхоза, до пандемии в Россию приезжало более 100 тысяч человек. Сейчас потребность в иностранцах вдвое меньше. Мы не смогли запустить только тех людей, которые ехали к нам непосредственно в весенний период для проведения сезонных полевых работ. А в текущем году мы оцениваем потребность в привлечении иностранной рабочей силы в 44 тысячи человек в целом, в том числе отрасль растениеводства 35,6 тысяч человек. Восполнить нехватку хотя бы частично, возможно, поможет авиасообщение. С Таджикистаном и Узбекистаном Россия возобновила полеты в конце марта. По данным продаж сервису ТУТУ, эти страны входят в топ-10, откуда запланировано больше всего перелетов в Россию в апреле и мае. Вот только стоимость авиабилетов по сравнению с 2019-м выросла вдвое. Совет руководителей миграционных органов с момента осложнения, связанных с эпидемиологическими ситуациями, установил практически ежемесячный уровень взаимодействия по решению возникающих проблем в силу объективных причин, которые как в странах исхода, то есть в ваших государствах, так и на территории Российской Федерации складывались. Не скрою, по некоторым из них мы работали определенный промежуток времени и в нелегитимном плане. В силу отсутствия законодательства на тот период, резко осложненной обстановкой, связанной с санитарно-эпидемиологическими требованиями. Чтобы не перечислять статистические сведения, коллеги, они будут на экранах в силу экономии времени. Я попрошу обращать на это внимание, но я готов буду ответить на любой вопрос. Ограничения на трансграничные поездки вводились перед межсезонья. У нас было примерно 9 миллионов, и мы ожидали еще к весенне-полевым работам и сезонным работам еще заезд 2 миллиона человек. То есть в общей сложности к майским праздникам мы ожидали 11 миллионов человек, которые должны были находиться на территории Российской Федерации. Впервые за время существования СНГ закрылись наши государственные границы, к сожалению. Закрылись не только на территории России, но и в ваших государствах. Это объективно было понятно. И спасибо вам всем за тот уровень взаимодействия, который парламенты наших стран имели, правительство и правоохранительные органы. Президент подписал указы, и здесь уже председатель парламента Молдовы говорил, что пролонгация имела место 4 раза. Мы впервые в мире использовали механизм продления действия всех документов на территории Российской Федерации, несмотря на их истечение сроки. Абсолютно всех. Начиная от виз, РВП, видов на жительство, патентов и других разрешающих документов. С 18 марта Министерство внутренних дел абсолютно прекратило правоприменительную практику за нарушение миграционных, я не говорю сегодня грубое нарушение общественного порядка, миграционных режимов по отношению к иностранным гражданам.